Деревня Старая Чурилина до Арского района 15 километров, до Высокогорского все 30. И столько приходилось проезжать с горожанам, чтобы просто заплатить коммунальные услуги или снять деньги. Сейчас ситуация меняется в корне. Столь привычные для горожан терминалы кочуют в деревне. Мне бы пирог с курагой. Да. Пирог и еще мне 500 рублей бы снять. Пожалуйста. О том, что ближайший банкомат в нескольких десятках километров, здесь уже забыли. Вот и Диляра Шагиева в сельском магазине совмещает приятное с полезным. Пирог к чаю, наличные на нужды. Теперь рады очень. У нас напротив магазин, есть терминал, мы снимаем сколько нам надо. Я думаю, сама рада, и думаю, что все рады жители деревни. Услугу в банке назвали красиво «кэш-аут». Для села слово непривычное, им ближе другое. «Кэше» значит «для человека». Уже с начала этого года жители республики совершили более 3000 операций по снятию наличных. Терминалы есть в 32 районах почти во всем Татарстане. В июне месяце я оплатила услуги через ваш магазин и хотела бы оплатить за июль. Можно? Можно. Не копить долги и забыть про коммунальные платежи можно здесь же. Аппарат считает штрих-код, деньги спишут с банковской карты. Раньше в Старом Чурилино платили по счетам только на почте. Правда, работала она 3 дня в неделю. Жителям приходилось стоять в очередях и даже писать жалобы. Они еще на почте придут, они еще стоят в очереди. Там народу много. И вот когда вот эту программу поставили, принятие коммунальных услуг, очень удобно, конечно, население приходит, оплачивает услуги и говорят спасибо, что все это сделано для народа. Оплата услуг ЖКХ пока доступна в 17 районах Татарстана, но список растет. Проект оказался успешным. Сельчане только с начала этого года сняли со своих счетов в кассах магазинов без малого 4,5 миллиона рублей. Для нас во многом содержание сельской филиальной сети – это социальный проект. Понятно, что там далеко не те деньги, не те доходы, которые банк мог бы заработать, используя тот же самый капитал, например, в крупных городах. Для нас вопрос сохранения своей филиальной сети всегда был приоритетом и определенной социальной нагрузкой. Вся филиальная сеть Сбербанка полноценно работала и тогда, когда коронавирус наступал по всем фронтам. Оказалось, банк был готов к любым ограничениям, ведь 70% всех операций уже совершались удаленно. Оставалось довести до ума оставшиеся 30%. Если в среднем за сутки офисы Сбербанка в Татарстане посещали 37 тысяч человек, в период пандемии поток упал вдвое. Мы даже наладили такую систему, как доставку денежных средств, пенсий, пособий на дом. И сегодня люди старше 65 лет имеют возможность такую услугу заказать. Даже в период пандемии мы продолжали выдавать ипотечные кредиты, и у нас появилась такая услуга, как оформление и подписание ипотечного кредита на дому. Сотрудники банка присоединились и к благотворительной акции «Ярдам Янаше», а еще были и свои добрые дела. Волонтеров снабжали средствами защиты. Более 1000 сотрудников перечислили личные средства в инфекционные больницы. Сегодня, в период смягчения запретительных мер, здесь живут планами на будущее. Сбербанк перестает быть банком в чистом виде. То есть на сегодняшний день мы называем себя группой Сбербанк, экосистемой. У нас появилось большое количество дочерних компаний, сервисы, которые интегрированы в сервисы Сбербанка. То есть мы стараемся быть нужным для клиента по любому поводу и всегда быть рядом. Вот так, ближе к сельским жителям, ближе вообще к селу. И там, в десятках, а порой и в сотнях километров от городской инфраструктуры, до конца этого года планируют еще и расширить спектр услуг. Терминалы на кассах заработают на полную мощность. Можно будет пополнить счет или перевести деньги. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.